«Будь», — сказал Творец. И возникла Вселенная. Небо, возвысившееся над нашими головами, земля, расстелившаяся под ногами. Все творения, отданные в услужение человеку. Воздух, вода, солнце, деревья, реки, огонь. Весь мир пронизан покорностью Богу. Ешьте из того, чем мы одарили вас, чистую благую пищу. Ешьте, пейте, но не расточительствуйте, гласит священный Коран. Когда тысячи и одна тайных и явных Божьих милостей встречаются с людской благодарностью, милость становится еще больше. Богатство, имущество, потомство, знания, мудрость и вечный мир, в котором никому не удастся избежать спроса. Остались в прошлом те дни, когда мы называли хлеб Божьей милостью, не давали упасть ни единой крошки, не оставляли ни кусочка. Сердце сжималось, когда хлеб падал на землю. А что сегодня? В одном уголке земли нуждаются в капле воды, а в другом садятся за стол, не будучи голодными. Что это за неутолимый аппетит? Если из 3 блюд в меню одно выбрасывается на помойку, кто будет держать ответ перед голодающими? Земля – это огромная деревня, соседи в которой имеют разный цвет кожи, говорят на разных языках. Но к кому относятся те, которые ложатся спать сытыми, когда их соседи голодают? Отчего такое небрежное отношение к воде в нашем засыхающем мире, в то время как благородный пророк Мухаммад, мир ему, запретил излишний расход воды при омовении даже у берега реки или моря? Разноцветный, яркий мир, в котором мы с головой окунулись в излишество и расточительство. Бесчетные расходы, связанные с непреодолимой жаждой обладания. Жернова потребительства, перемалывающие человека, который возомнил себя счастливым от бессознательного потребленчества, который измеряет смысл жизни различными брендами. И куча вещей, выброшенных неизношенными, купленных без надобности, предназначенных для показухи. Каждый новый день – новая продукция. Нескончаемое потребительство, бесконечный спрос. То ли глаза ненасытны, то ли души голодные. О, моя жизнь! Что говорил мой любимый пророк, мир ему? Многие люди обманываются в 2 Божьих милостях – здоровье и свободном времени. Пока у тебя есть силы, пока есть воля и энтузиазм, пока ясное сознание, а чувства полноценны, пока здоровье остается самым большим даром твоей жизни, учись, живи и давай жизнь другим. Пока не увидел в книге своих деяний провала, обернись, взгляни на свою жизнь. Клянусь ночью, которая спускается на землю мраком, о путник жизни. Если ты убиваешь свое время перед экраном долгими ночами, если губишь драгоценные минуты, лишая своего общения тех, кого ты любишь, значит, это лукавый шепот Исрафа, расточительство. Приглядись, ты растрачиваешь себя. Где моя молодость? Где прошедшие дни? О, сколько бы я исправил, если бы дана была возможность. Но даже если я отдам все свое богатство, обращусь к посредничеству всех любимых, дам разные обеты и клятвы, ни одна секунда не вернется во время последнего вздоха. День – это сегодня. Жизнь – вот эта жизнь. Когда мать, боясь встретить утро, варит камни в своей кастрюле. Когда ребенок в своих бесконечных снах бегает в красных ботинках вопреки войне. Когда старик, закрыв свое уставшее сердце для надежд, ждет всего лишь тарелку супа. Когда юноша тает день ото дня, давая себе каждый день новые обещания. Расточительство
Это боль в сердце матери, несправедливость к маленькому ребенку. Расточительство опускается пеленой на глаза слабовидящего старика, губит будущее молодого юноши или девушки. Расточительство отравляет ифтар, сон отравляет сухур. И тяжелее всего от этого священному Рамадану. О человек, не допускай расточительства, совершай добро. Не будь тем, кто тратит направо и налево, и тем, кто сжимает руку от скупости. Будь из знающих меру. Вспомни истину из коранического слога: «Не любим Аллахом тот, кто расточительствует». Если ты намерен участвовать в доставлении радости, руководствоваться добром, сохранить умеренность, исполнить доверенное, тогда возьмись за руку поста, милостыни и желание делиться с другими.